Доброе время суток еще раз. А, Буду говорить по-тихому, потому что здесь отдыхают люди, а, организаторы мероприятия ОСЭ Холонко, который в скором времени будет проходить здесь, в Верхнеуфалейске. А это вот я нахожусь в спортивном зале спортивного комплекса Исхаун, наверное, также и называется. И вот такой вот зал. Это вот такие посадочные места, которые раздвигаются. И здесь репетиция проходит КСО Холонко. Лук даже висит, барабаны стоят, гитара, синтезаторы. Вот так вот выглядит зал. Там изображена Сардана Трофимова и Эртем Бапагай, которые становились. Эртем Бапагай тогда в 2017 году становился абсолютным чемпионом по масс-рестлингу. Ну а Сардана Трофимова выиграла на дистанциях 5000 метров и 3000 метров. На 3000 метров она установила рекорд Республики Саха-Якутия 9 минут 07 секунд и 48 сотых. А на пятерке она выиграла с результатом 15 минут 48 секунд 24, по-моему, сотых. Сейчас я покажу кубки, фотографии. Возможно, увижу знакомых лиц по мере своей эрудированности или наоборот буду рассказывать. Вот история лыжного спорта. Лыжники, которые прославляли Верхнеуфалейский улус. Так, снизу самбо, дзюдо, хореш. Оказывается, у нас и такими национальными видами спорта хореш, в особенности это какой-то другой азиатской республики, то ли Бурятия, то ли Туба. Оказывается, этим видами тоже занимались. Но здесь вот стоят кубки спартакиады Монтяры. Различные кубки. А здесь тоже спартакиада Тюнгели вот 95-го года стоит. Это вот грамоты, сертификат на 120 тысяч рублей по борьбе Хапсагай. Борьба Хапсагай в Верхнеуфалейском улусе спорт номер 1. С ее именем назван стадион Исхаун. Это по вольной борьбе. Даже Семенов Александр Иванович. Это моего старшего брата Федора. Как это называется? Слово забыл. Его жены отец. Аял Анисимов. Так, знакомый мне человек. Ванчулин Михаил. Таныка Падам Семенович. У нас в Терапинском улусе, в Жулуне проживал, потом терапевт в самом. Если не ошибаюсь, до сих пор там живет. Молодыров Антон Михайлович. Молодыров Петр Михайлович. Аял Павлов многократный. Вар Тимофеев, абсолютный чемпион по борьбе Хапсагай. Многих крупных соревнований, спартакиад Монтяры. Савинов Платон Егорович. Вот так вот. Остальных я, к сожалению, не всех знаю. Но тех, которые знаю, я назвал. Так, далее идут по шашкам, по шахматам и настольные национальные игры. Возможно, кто-то из других видов спорта узнаете своих знакомых.
Так, это вот верхний ряд шашисты, а это вот шахматисты. Донской Дмитрий Дмитриевич, знакомое имя. А это вот национальные якутские настольные игры. Верхневлис тоже славится национальными настольными играми, выступлением своих участников. Воескоро Владимир, вот знакомое такое имя. Родионов Степан. Родионов Степан учился у нас в Черепче, в институте физкультуры, сам по борьбе Хапсагай тоже здорово выступал. И оказывается по настольным играм. Но это вот мастера спорта международного класса Верхневлесского улуса. По легкой атлетике это вот я ранее говорил, Михаил Николаевич Еремисов. Его личный рекорд Республики Саха-Якутия 264 километра, 399,66, по-моему, метров. Бускаров Николай Харлампьевич, у него на 100 километров рекорд республики, 6 часов 40 минут 47 сотых, по-моему. Семенова Лариса Иннокентьевна, об этом я ранее тоже рассказывал, но это сама Сардана Трофимова Александровна. Теперь уже к ней надо обращаться, Сардана Александровна. Настолько я к ней уважительно отношусь, хотя она на много лет моложе меня. Александров Нюргун Прокопьевич. Это по борьбе, скорее всего. И вот чемпионы и призеры чемпионатов мира Николай Бускаров в командном итоге становился чемпионом и призером. Савинов Михаил Афанасьевич, это, по-моему, гиревой спорт. Донской Дмитрий Дмитриевич, это я пока еще не знаю. Но вот по ветеранам тоже вот Григорьев Николай Титович. И вот судьи международной категории Александров Устин Николаевич, Дадашкин Олег Николаевич, очень для меня известное имя. И судьи республиканской категории Кардашевский Николай Сергеевич, Павлов Юрий Дмитриевич, Сибиряков Марк Гермогенович. Он у нас в Черепче, село Ажилун, жил, я его лично хорошо знал. Царство ему небесное, сейчас его нету с нами. Но это вот отдельное. Давайте я начну, наверное, с левой стороны. Все 3 стенда предназначены борцам Хапсагай, как я говорил. Верхневлийский улус и борьба Хапсагай. Это спорт номер 1. Прокопьев Геннадий Юрьевич, тоже студентом, закончил наш институт Черептинский. Прокопьев, сокращенно ЮР написано. Так, Родионов Степан, Савинов Платон. Сон Степан Алексеевич, я тоже где-то читал про его. Так, вы, те, которые знаете хапсагаистов, увидите своих знакомых, а я пока так пройдусь, буду назвать, наверное, тех, которые знал лично. Ну или хотя бы по лесу. Уйгуров Павел Васильевич, Василий Уйгуров, сейчас он судья, секретарем работает многих крупных соревнований. Ну и вот Увар Тимофеев, один из самых знаменитых борцов хапсагаистов нашей республики. Так, ну я так пройдусь по лесам поблизости. Кого-то вы сами узнаете. Егор Ким, мой ровесник, 71 года, тоже здорово выступал тогда.
Захарова, знакомые, Майтуханов, Аял Павлов, вот, еще раз. Николаев Любомир, он сам легкоатлетом был, потом начал заниматься многоборьем и победитель игр ДГН. Это вот старшее поколение Бутюграс. И вот фотографии легендарных личностей, чьим именем назван этот стадион. Степанов Василий Иннокентьевич Бутюграс, Докторов Никита Константинович Бутердан и Васильев Алексей Петрович Мардюнахов. Вот это именно. Это вот Малабдыров Михаил Петрович, это Малабдыровых братьев отец. Это вот эпоха борьбы Хапсагай. Те, которые начинали продвигать этот вид спорта по всей республике. Анисимов Паял тоже. Данилов Федор Данилович, мой однокурсник по институту физкультуры. Тоже многократный победитель, призер многих крупных республиканских соревнований. Вот такой. Сейчас поднимаюсь на второй этаж. Когда-то здесь в этом спортивном комплексе гремели баталии 20-х юбилейных спартакиады Манчары 2017 года. И вот по масс-рестлингу Захарова Яна Юрьевна, знакомая мне лицо. Николаев Любомир. Кузнецов Александр. К сожалению, его нету среди нас. Этим Баповай, Савина Валерий. Здорово тоже. Черноградская Наталья, чемпионка мира по масс-рестлингу. Чемпионка Европы. Так, это киревой спорт. Акас. Так. Это вот гиревой спорт. Возможно, вы кого-то знаете. Но здесь люди спят, поэтому я постараюсь очень тихо. Это национальные прыжки. Иванова Валентина Александровна, Наумов Дмитрий Дмитриевич, Рупов Михаил, Рупов Николай, братья. Гаврилев Сергей. Так, ну вот легкая атлетика. Вот Устинов Андрей Иванович. Человек, первый кандидат в мастера спорта из якутян. Его честь завтра будет, его памяти будут соревнования двухдневные. Я буду комментировать эти соревнования. Сергеев Юрий Герасимович, хороший знакомый, покойный, тоже нет и среди нас. Капитяров Гаврил Гаврилович. Судья, спринтер Михаил Еремисов,
Николай Бускаров, Семенова Лариса, Цардан Трофимова, Захарова Яна Юрьевна тоже, оказывается, бегала. Тартаканова Диана, мастер спорта. Григорьева Пелагея. Вчера она буквально впервые стала чемпионкой республики на дистанции 800 метров. Григорьева Матрена Николаевна, сестра. Ну, вот Дмитрий. Вот разносторонние спортсмены и прыгают по национальным прыжкам, и бегают. Вот братья Руфовы. Слепцова Ульяна у нас в селе Болтоново Чероптинского Руса проживала. Сейчас я даже не знаю, Узнаева, Татаринова Алена, Федотова Наталья. Так. Стрельба из лука. Я просто так пройдусь, потому что стрелков из лука я не знаю никого. Ну, те, которые учился в Чероптинской спортивной школе интернат, это вот полевая стрельба. И абсолютные чемпионы республики по северному многоборью Иванов Альберт Федорович, который сейчас работает в Черепче. По борьбе Хапсагаю. Вот Бутилрас, Тенкей Дюгер, Прокопьев Егор Спирзонович, Уран Николай, Коряк Николай, Семенов Владимир Македонович. Прокопьев Геннадий. По матч-рестлингу Кузнецов Александр, Николай Любомир. Так, и вот здесь есть боксеры. И вот северное многоборье. Тоже Иванов Альберт Федорович, Григорьева Пелагея, мастер спорта по северному многоборью. Я спускаюсь, потому что здесь отдыхают люди, еще спят, которые готовят мероприятие Олонка цех Олонка. Не буду им мешать. И вот с левой стороны стадион. Тут вот спортивные инвентари разные. Ну, вот так вот выглядит сам спортивный комплекс. В нашей республике строится таким крупным соревнованием, как Спартакиада Монтяры, спортивные игры народа в республике.
каждый принимающий улус, там создается инфраструктура, школы строятся, какие-то другие здания, ну и, как и полагается, обязательно стадионы строятся. Этот стадион Исхагун на 3000 посадочных мест. А что там стоит, я даже еще не знаю. Но вон там я покажу памятник или монумент реки Вилюй. На гербе, на флаге, по-моему, или на гербе присутствует вот это изображение. Сейчас я покажу поблизости. Тут строительные работы ведутся. Это здорово, что даже после окончания спортивной спартакиады Монтяры продолжают строиться другие объекты. Это вот символ Верхнеуральска. Так. К сожалению, нету, чтобы что-нибудь прочесть. Но если в Нью-Йорке статуя свободы, то Верхнеуральск знает вот этим. Ну все, я заканчиваю. Пока-пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если вам понравилось то, что я снял. По мере возможности, по мере желания, можно сказать, буду снимать такие контенты. Пока.